Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. История с таджикским полковником Халимовым продолжается. А что, если он засланный в стан врага боец таджикских спецслужб? Еще одно громкое видео в сети. Таджикский старослужащий жестоко избивает 5 молодых солдат. Уйдет ли в отставку киргизский депутат, в заведении которого работал секс-бордель? Замминистра культуры Кыргызстана попался на даче взятки оперативникам, чтобы они замяли дело о предыдущей взятке. В России принята социальная доктрина мусульман, согласно которой джихад может объявить только президент Путин. Трагическая история старика-отца о том, как он 43 дня искал тело сына, убитого в России. Информационные агентства Озодагон, Азади и Азия Плюс сообщили о блокировании их сайтов, а также социальных сетей на территории Таджикистана сразу после распространения новости о дезертирстве полковника Гулмурода Халимова. Спустя считанные часы выложенные боевиками видео было удалено, однако времени, когда оно было доступно, хватило, чтобы пользователи успели скачать его и распространить в сети. Понимают ли власти Таджикистана, что в современных реалиях блокировка одного, двух или даже десятка сайтов ничего не даст? Во власти уже давно вместо каких-то реальных мер, что на каком-то уровне исполнитель это понимает, но никто не хочет возражать, и никто не хочет реально какие-то другие меры принимать, более кардинальные, и которые способны действительно пресечь вот такие явления, как уход командира в лагерь исламского государства. Новости из Таджикистана не так уж часто попадают в ленты ведущих информационных агентств мира. Однако известия об таджикском офицере, переметнувшемся в стан террористов, были помещены на всех русскоязычных информресурсах, а также части мировых. А между тем на президентском сайте удалены совместные фотографии полковника как с Рахмоном-старшим, так и с Рахмоном-младшим, который, как считают некоторые эксперты, и являлся его покровителем во властных структурах. Как повлияет поступок таджикского полковника на те программы подготовки, которые он прошел в России и США? И как скажется данный инцидент на доверии спецслужб мира к силовым структурам Таджикистана? И, наконец, не может ли быть так, что беглый полковник вовсе не предатель, а герой, которого таджикские спецслужбы заслали в стан врага? Я не думаю, что этот человек выполняет там какую-то особую миссию. Потому что я знаю этого человека, лично сам знаю. Я знаю, что он религиозен. Знаю, что он создал в самом ОМОНе мечеть. Человек окончательно увидел всю внутреннюю кухню вот этих указов, которые были против традиций, устоев и ислама. Парень попал туда в середине апреля. Сегодня 27 мая. Я думаю, в течение нескольких дней, может быть, не десятков дней, он находился под полным присмотром всех этих, ИГИЛа. То есть там его допрашивали. Ну, в ИГИЛе я 100% знаю, что есть свои контрразведывательные органы. Если по работе его довели, к сожалению, надо вначале уточнить. Конкретно человека. Ну, сейчас многие думают, не только этот полковник, а многие даже на Западе, очень много мусульмане поддерживают, они думают, что это действительно халифат, а этот лже-халифат, это лже-ислам. Организация ИГИЛ, фактически лже-ислам, создан для компрометации нашего священного религии ислама. Управление международных связей Генеральной прокуратуры совместно с ГКНБ и МВД Таджикистана создали комиссию по расследованию этого резонансного дела. Уж слишком много вопросов остается без ответов. Были ли те 10 человек, что якобы уехали вместе с полковником? Есть ли среди них также пропавший без вести прапорщик управления исполнения уголовных наказаний? Как именно полковник добрался до Сирии? Вопросов много, но на них пока не спешат отвечать власти. Накануне в интернете было распространено еще одно видео, которое обещает быть для Таджикистана не менее популярным. На кадрах ролика видно, как очевидно старослужащий солдат одной из частей Таджикистана жестоко избивает стоящих на очереди 5 молодых солдат. Он требует от них не защищаться, бьет ногами и руками, наносит жесточайшие удары по телу и голове.
Нашухи. Ага. 12. Пока не ясно, в какой воинской части, когда и кем были засняты эти жестокие кадры избиения. Только совсем недавно завершился судебный процесс об избиении старослужащим Шахбола Мирзоева, который стал инвалидом и уже 1,5 года не встает с больничной койки. Неужели все опять повторяется? Насколько в армии Таджикистана распространена дедовщина и борется ли с ней хоть кто-то? Дедовщина создается потому, чтобы легко было управлять этой толпой солдат. Но я же тебе говорю, все зависит от офицера. Это показывает только слабость командного состава. Оно показывает ее с очень нехорошей стороны. То есть эти люди не могут командовать толпой а вот управлять мелкой группой, которая всех в страхе держит, они это могут. Бишкекский суд признал, что в одном из спортивно-развлекательных комплексов города располагался бордель, в котором работали девушки по вызову. Казалось бы, рядовая ситуация. Администраторы наказаны, штраф назначен в казну государства. Однако, как оказалось, заведение это принадлежит депутату парламента Кыргызстана Турсунтаю Салимову. Здание, в котором размещается развлекательный центр, в 90-е годы занимал детский сад. Позже помещение выкупил предприниматель Турсунтай Салимов. Многочисленные судебные разбирательства в целях возврата здания государства были решены в пользу депутата, который, став народным избранником, отдал, по его словам, сауну в аренду. В комментарии о затыку депутат заявил, что видео, из которого и становится ясно истинное предназначение сауны, распространено в сети его недругами. Когда ситуация стала известна общественности, молодежное крыло президентской социал-демократической партии на волне эйфории от разоблачения потребовало, чтобы депутат немедленно отказался от мандата. Однако спустя считанные дни молодые политики наотрез отказывались вспоминать свой призыв и что-то требовать от депутата. О том, почему замолчало молодежное крыло пропрезидентской партии и стоит ли ждать отставки Турсунтая Салимова, мы поговорили с киргизским оппозиционером Адилем Турдукуловым. То, что этот притон открыли, наверное, для него самого, для Турсунтая Салимова, было удивительным, потому что он состоял в правящей партии социал-демократической. И ему, наверное, казалось, что это является достаточной крышей для того, чтобы никто не позволял туда войти. Но наши органы правопорядка и милиции это сделали, выявили, что этот притон существует. В ответ на это Турсунтай Салимов заявил о том, что это провокация, что подаст в суд на органов милиции за то, что они сделали такую подставу. В некоторых случаях конъюнктурные соображения для некоторых молодых людей превышают какие-то принципы. Но это показатель, прежде всего показатель того, что власть, она наконец утратила связь с народом, и с другой стороны это показатель безнаказанности, того, что они могут творить все, что непозволительно другим людям, и им за это ничего не будет. Ну, понятное дело, я сам состоял в социал-демократической партии, и вот те олигархи, которые там сейчас являются, до 2010 года, они членами партии не являлись. Более того, они обходили и наоборот осуждали деятельность тогда еще оппозиционной партии СДПК по отношению вот к Бакиеву. Ну, те конъюнктурщики, олигархи, бизнесмены, которые сейчас путем партийной коррупции туда вошли, они путем не из-за идейных соображений. Если власть поменяется и завтра станет совсем другая партия, которая будет исповедовать совсем другие идейные соображения, они туда войдут тоже для того, чтобы прежде всего защитить интересы своего бизнеса, а не интересы граждан, которые, в принципе, они должны защищать. И накануне же стал разгораться еще один крупный скандал с очередным киргизским чиновником. Замминистра культуры, глава департамента туризма Максат Чакиев попался на даче взятки оперативникам Главного управления по борьбе с коррупцией. Чакиев предлагал оперативникам $1700, чтобы они замяли его прошлое дело. Оказалось, что замминистра выдал иностранному гражданину удостоверение члена Государственного совета по развитию туризма, в котором тот никогда не состоял. Как предполагают следователи, выдача документа была не совсем безвозмездна. Чиновник, кроме денег, готов был откупиться нет, совсем не борзыми щенками, как можно было бы подумать, а бесплатным для оперативникам отдыхом в пансионате Иссык-Куль. Но и это еще не все. Чиновник, как оказалось, был ответственен за проведение Всемирных игр кочевников в прошлом году, после проведения которых было немедленно возбуждено уголовное дело о присвоении бюджетных средств. Почему таких чиновников не увольняют сразу? И возможно ли преодолеть коррупцию в политической системе Кыргызстана? Власть, она
пиарила таким образом свои действия, что она привлекает молодежь, так называемые прогрессивные кадры, которые будут служить во благо общества, во благо народа. Но не только вот Максат Чакиев. Есть руководитель Академии управления Чингис Шамшиев, на которого возбуждено уголовное дело и который сейчас находится в розыске. Есть ряд других молодых людей, которые были привлечены, но и не оправдали, так сказать, надежды. Есть те молодые люди в окружении президента, для которых сейчас не доходит рука правоохранительных органов из-за того, что у них очень большая крыша в виде самого президента. Но я считаю, что в любом случае они будут привлечены к ответственности, потому что следующая власть, когда придет, она должна прежде всего руководствоваться принципами права, верховенства закона и неименуемостью наказания за коррупционные проступки, преступления, которые совершаются прежде всего в окружении президента. Но это еще раз подчеркивает, дело Чакиева еще раз подчеркивает то, что такие привлечения единичных марионеточных кадров, оно не решает проблемы смены поколения. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. В Пскове на Ленинградском шоссе в ДТП погибли 4 кыргызстанцев. Очередной самолет МЧС России доставил из Сирии в Москву людей, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Среди них граждане России, Беларуси, Украины и 3 узбекистанцев. Нурсултан Назарбаев предложил Дмитрию Медведеву рассмотреть проект продления до Санкт-Петербурга новой автотрассы, которая пройдет по территории Казахстана от его границы с Китаем. По его словам, в проекте могут участвовать Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Планируется, что дорога Россия, Казахстан, Китай, которая свяжет китайский порт Ляньюньгань с Санкт-Петербургом, может появиться уже в 2018 году. По итогам официального визита Ислама Каримова в Южную Корею было подписано 60 документов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества в других сфер, на общую сумму почти 8 миллиардов долларов. Глава правительства Таджикистана Кахир Расулзода пригласил премьер-министра Киргизии Тимира Сариева в Таджикистан. Сариев уже заметил, что воспользуется визитом для разрешения вопросов делимитации государственных границ, споры которые продолжаются более 20 лет. Кыргызстан согласился закупать у Таджикистана электроэнергию, поставки начнутся в июне. По некоторым данным, цена 1 киловатт-часа составит 3,5 цента. Власти Кыргызстана заставили официальное духовенство пройти экзамены на знание законов шариата и владение арабским языком, отмечая, что плохо обученные имамы будут распространять радикальные идеи, либо будут неспособны им противостоять. А в Казахстане растет число несовершеннолетних граждан, которые вступают в брак. Растет число девочек, которые, не окончив школу, пополняют ряды замужних женщин. Эксперты объясняют тенденцию отказом молодых от патриархальных казахских ценностей. Совет муфтиев России принял социальную доктрину мусульман. Документ определяет порядок взаимоотношений верующих с государством, уточняет, может ли мусульманин быть патриотом страны, объясняет, почему военный джихад может объявить только президент страны и призывает верующих быть лояльными правительству. Муфти отмечает, что доктрина должна помешать радикализации молодых мусульман и не допустить их вступления в ряды боевиков. Социальная доктрина охватывает практически все возможные аспекты жизни в обществе, с которыми может столкнуться мусульманин, от экологии и спорта до отношения к джихаду и государству. Так, приверженец ислама может беспрепятственно быть патриотом России. Кроме того, муфти разъяснили понятие джихада, которое ныне трактуется искаженно. В силу невежества или заблуждения некоторые говорят о джихаде только в значении сражения с внешним врагом. Что касается военного джихада, предусматривающего участие в боевых действиях, то мусульманин вправе принять в нем участие лишь по приказу законного правителя, то есть президента России. О зарождении идеи социальной доктрины в интервью заместителя директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али Вячеслава Полосина. Идея вернуться к социальной доктрине возникла после выступления президента России Владимира Путина в Уфе 22 октября 2013 года, когда он встретился с 5 нашими муфтиями в рамках празднования юбилея Оренбургского собрания Магометанского закона, учрежденного императрицей Екатериной II в конце XVIII века. Короче говоря, это был исторический указ, и не случайно глава нашего государства, президент Владимир Владимирович Путин, приехал на эти торжества и выступил там с речью, но еще отдельно с 5 муфтиями он сказал отдельную программную речь, где дал очень важные установки
которые на самом деле должны были бы еще раньше от самих мусульман бы, от муфтиев исходить. В частности, говорил о необходимости создавать в масс-медиа позитивный образ традиционного ислама, призвал к новой социализации ислама и так далее. И в частности он и говорил о том, что необходимо, во-первых, сплотиться мусульманам при разделениях на разные духовные управления, разные мазхабы, но сплотиться на единой гражданской патриотической платформе, как это было в истории. И второе, чтобы мусульмане сами более четко реагировали на вызовы современности. То есть фактически это в исламе механизм фетв. То есть это воссоздание российской академической школы мусульманской и института, там, совета по фетвам, который будет издавать. В Туркменистане в рамках проводимой в стране конституционной реформы предлагается продлить срок полномочий президента страны с 5 до 7 лет, как отмечается, в целях успешного осуществления масштабных долгосрочных программ. Кроме того, предлагается снять максимальное возрастное ограничение для исполнения обязанностей главы государства и закрепить дополнительные права президента Туркменистана. Сам Гурбангулы Бердымухамедов, выслушав предложение, заявил, что инициативы по совершенствованию Конституции находят всенародную поддержку, а значит, в их принятии можно не сомневаться. Тем временем альтернативные новости Туркменистана сообщают о еще одном готовящемся от имени всего народа подарке президенту. Только что 25 мая президент получил в дар собственную золоченую статую в центре Ашхабада. Теперь же к 29 июня, дню рождения Бердымухамедова, в столице построят парк имени Аркадага. Парк будет длиной 400 и шириной 200 метров. В качестве основного элемента проект предусматривает большую мраморную арку посередине парковой зоны. Точных сведений о том, будет ли здесь сооружен памятник президенту, пока нет, как нет никакой информации о самом парке и расходах на его строительство. Накануне в Подмосковье нашли тело таджикского мигранта Махмадфайоза Давлатова, 1975 года рождения, которого вот уже 43 дня искали родные и близкие. В убийстве Давлатова подозреваются граждане Таджикистана Шади Исмаилов и некий Абдусамат, фамилия которого до сих пор неизвестна. Парадоксально, что подозреваемых в убийстве Давлатова нашли не правоохранительные органы, а отец покойного Сафархон Давлатов. После многочисленных попыток обращения в консульство Таджикистана в Москве и в правоохранительные органы России, отец убитого решил сам заняться поисками тела своего сына. После того, как ему удалось выйти на первого подозреваемого, правоохранительные органы ему выделили специальную группу для поиска подозреваемых. О подробностях ужасного случая нам поведал отец покойного Сафархон Давлатов. Он говорил: отец, чуть подожди, я скоро получу гражданство, приеду домой вас навестить. Ему обещали сделать РВП за 100 тысяч рублей, но его обманули. У Мухаммадфайоза осталось 4 детей, 3 сына и 1 дочь. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.